Таджикским властям не стоит расслабляться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое шокирующее заявление сделал Шойгу для Таджикистана. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Радикальные группировки пытаются взять страну под свой контроль. Чтобы надежно прикрыть границу с Афганистаном, а это более 1300 километров, Таджикистан обратился с просьбой о помощи к союзникам по договору о коллективной безопасности. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана, говорится в сообщении военного ведомства. Вместе с тем глава Минобороны выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках организации. События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ, сказал Шойгу, выступая накануне в Казани перед журналистами региональных СМИ. Знаем о том, что идет большая работа по обеспечению безопасности границы, которая фактически на сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков, угроз и опасностей. Он напомнил, что при нарастании угрозы безопасности границам ОДКБ из Афганистана организация провела ряд военных учений. Так, масштабные маневры близ границы с Афганистаном прошли в августе. Участниками боевых учений стали 3 страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и Россия. Видим, насколько активно перемещается и передвигается туда из разных регионов, в том числе и Сирии, Ливии, игиловские подразделения. Причем в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьезную организованность этих передвижений. И, конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения на территории Таджикистана. Как вы относитесь к таким усиленным мерам в ОДКБ? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику, члену договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать в первую очередь 201-й базы. Также, по его словам, ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков через границу в страны ОДКБ. Вместе с тем сохраняется и угроза наркотрафика. И, конечно, нам бы не хотелось, чтобы на нашей территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло, отметил Шойгу. Для предотвращения этого Россия продолжит программу по переоснащению вооруженных сил Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Поэтому, сказал он, программа по перевооружению вооруженных сил этих стран будет продолжена. Шойгу подчеркнул, что Россия заинтересована в наступлении стабильности в Центральноазиатском регионе путем формирования в Афганистане коалиционного правительства. Напомним, что совместная программа Москвы и Душанбе по перевооружению армии Таджикистана рассчитана до 2040 года. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!